Давайте разберемся, что такое права человека и какие обязательства несет государство по их соблюдению. Чем права человека, их еще называют естественными правами, отличаются от других прав у людей, которые еще называют приобретенными. Многим из нас известно, что любой человек имеет определенные права и свободы. Но не каждый знает, что эти права бывают естественными и приобретенными. Приобретенные права вытекают из различных жизненных обстоятельств, поэтому их количество может измеряться сотнями. Безусловно, они являются очень важной частью нашей жизни, но, в отличие от естественных прав, они возникают только при определенных условиях. Например, право на управление автомобилем становится доступным лишь при достижении установленного возраста и сдаче экзамена, или же право собственности, которым мы наделяемся при покупке недвижимости, или право потребителя на возврат товара, которое возникает при приобретении продукции, и огромное множество других прав, проявляющихся в абсолютно различных сферах нашей повседневной жизни. Естественные же права не зависят от нашего возраста, гражданства, социального положения или какой-либо жизненной ситуации. Мы обладаем ими в силу того, что просто появились на свет. Эти права универсальны и неотчуждаемы, то есть одинаково применимы ко всем и везде, будь то младенец или глубокий старец, мужчина или женщина, гражданин своей страны или иностранец, верующий или атеист, и неважно, где этот человек находится – в Казахстане или в любой другой точке мира. Именно поэтому естественных прав всего не более 4 десятков. Примерами естественных прав могут служить право на жизнь, на личную свободу, на свободу от рабства и пыток, на свободу передвижения и другие. Эти естественные права закреплены во Всеобщей декларации прав человека и прописаны в пактах о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах, которые в совокупности своей составляют Международный биль о правах человека. Это и есть права человека и гражданина. Эти права защищают нашу свободу, достоинство и равенство. Необходимо понимать, что даже фундаментальные права человека могут быть ограничены государством, но сделать это можно только при строгом соблюдении определенных границ. Отсюда и вытекает классификация естественных прав на абсолютные и неабсолютные. Разобраться в этих понятиях несложно. Достаточно знать, что абсолютные права не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах. Наглядным примером тому служит право на свободу от пыток, потому как для пыток нет никаких ни правовых, ни моральных оснований. Пытать нельзя никого, ни врага, ни террориста, ни маньяка. Пытать нельзя никогда, неважно, мирное это время или война. Неабсолютные же права, напротив, могут ограничиваться, но только по конкретным основаниям. Например, право на мирные собрания может быть ограничено в интересах безопасности, охраны общественного порядка, здоровья или нравственности населения, или же в целях защиты прав и свобод других людей. Или же свобода слова, которая может ограничиваться в случае оскорбления других лиц. Мы всегда должны помнить о взаимоуважении и не должны превращать свое право в оружие против других. Конечно же, если государство наделено полномочиями по ограничению наших прав в определенных случаях, то, безусловно, оно должно нести обязательства по их защите. Эти обязательства делятся на позитивные и негативные. Очень важно понимать, что все основные документы по правам человека ратифицированы Казахстаном, то есть наше государство взяло на себя обязательства по их соблюдению. По негативным обязательствам страна добровольно воздерживается от действий, которые могут нарушить наши права. Например, государство не занимается рабством или торговлей людьми в качестве госполитики. В рамках же позитивных обязательств государство не позволяет другим заниматься тем же рабством или торговлей людьми. Простыми словами, страна обязана пресекать такие действия и привлекать виновных к ответственности, объявлять подобные поступки вне закона, а в отдельных случаях криминализировать их. Возьмем в качестве примера право на жизнь. Никто не может убивать человека, вне всякого сомнения, и государство этого не поддерживает. Это и называется негативным обязательством страны. Но в то же время государство должно наказывать тех, кто нарушает этот запрет, и создавать условия для противодействия убийствам. А это уже позитивное обязательство. Таким образом, защищая и обеспечивая соблюдение фундаментальных прав человека, государство несет как негативные, так и позитивные обязательства.